Сосногорске состоялась ежегодная конференция «Коми народа». Мероприятие проводят сосногорские представители межрегионального общественного движения «Коми Войтер». Выступающих и гостей конференции приветствовал глава района Сергей Дегтяренко. Невозможно переоценить совместную работу органов исполнительной власти и Сосногорского отделения «Коми Войтер» по сохранению и развитию традиционной культуры, сбережению языка и самобытности народа Коми. Благодарю актив Коми Войтер за инициативность, активную жизненную позицию и неравнодушие. Общественная организация не только держит руку на пульсе социального самочувствия населения, поддерживает традиции и родной язык, но и не остается в стороне от проблем муниципалитета. Работает в тесном контакте с администрацией, общественными организациями и молодежью нашего города. Гостем мероприятия стал заместитель министра национальной политики Республики Коми Станислав Бушков. По поручению Федерального агентства по делам национальностей он вручил Сергею Дегтяренко сертификат всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия и реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». Приятно отметить, что в многонациональном промышленном муниципалитете, каковым является Сосногорск, приоритетным направлением остается реализация государственной национальной политики по всем направлениям. Это и общественная сфера, безопасность, патриотическое воспитание, культура, образование, туризм. Со своей стороны заверяю, что пункты резолюции нынешней конференции, адресованные органам исполнительной власти Республики Коми, обязательно войдут в итоговый перечень, по которому будет вестись работа в следующем 2023 году. Ежегодно на конференциях принимаются решения по важным для Коми народа вопросам: родной язык и литература, благоустройство, комплексное развитие сельских территорий, молодежная политика, роль гражданского общества. В этом году основная тема «Мы и окружающая среда». Замруководителя районной администрации, начальник управления ЖКХ Виктория Гоголева в своем докладе отметила проведенные за 2022 год мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами. В связи с обращениями граждан о неудовлетворительном состоянии общественных кладбищ в поселках, но с целью предотвращения образования несанкционированных свалок, региональный оператор установит до 31 декабря, вот сейчас до конца года, на безвозмездной основе бункеры для сбора ТКО. Это будут поселки Керки, Малая Пера, Вис и Ираиль. Виктория Викторовна отметила, что в Сосногорском районе вопросы экологии и защите окружающей среды уделяется очень большое внимание. Однако решить все проблемы разом, особенно те, которые копились десятилетиями, только силами администрации невозможно. Интересы окружающей среды – это наши с вами общие интересы, а экологическая культура – это показатели нашей с вами культуры. Хочу обратиться к вам, как к людям, которые далеко не безразличны, на какой земле мы живем. Роль вашей общественной организации в этом вопросе очень велика. К сожалению, в последнее время активность граждан в части выхода на субботники, уборки общественных территорий невысока. И здесь оказать содействие Коми Войтер в информировании жителей, в ведении разъяснительной работы с местным населением оказало бы неоценимую поддержку в нашей совместной работе. Управление ЖКХ и администрация всегда открыты для сотрудничества и взаимодействия. Председатель Сосногорского представительства Коми Войтер Ирина Ушакова также в своем докладе затронула тему окружающей среды. С каждым годом в нашем районе увеличивается количество новых мусорных свалок. Старые свалки увеличиваются в объемах. И виноваты в этом не только недобросовестные организации, но и мы, граждане. Мы каждый год наблюдаем, как весной после таяния снега на придомовых территориях и вокруг тротуаров появляются просто горы мусора, потому что жильцы не могут донести свой пакет с мусором до контейнера и оставляют его во дворе. А некоторые и вовсе выкидывают мусор в форточку или с балконов. Старую мебель или электроприборы вывозят и выкидывают в лес. И с каждым годом это происходит все чаще, а мусора становится все больше. Мы считаем, что в вопросе охраны окружающей среды необходима консолидация деятельности всех общественных организаций района. Совместная работа в этом направлении принесет свои результаты по оздоровлению окружающей среды и охрану здоровья населения.
Также Ирина Ушакова представила отчет о деятельности Коми Войтер за уходящий год. Правление Сосногорского представительства МОД Коми Войтер на своих заседаниях регулярно рассматривает актуальные и животрепещущие вопросы для жителей района. В этом году обсуждались вопросы о качестве предоставления медицинских услуг в сельских населенных пунктах, содержание дорог в зимний период, снос ветхого жилья в поселках, доступ к услугам интернета в отдаленных населенных пунктах, газификация, уличное освещение, качество питьевой воды. По всем вопросам Коми Войтер тесно взаимодействует с управлением жилищно-коммунального хозяйства. Его специалисты не только предоставляют необходимую информацию по текущей ситуации, но и стараются оперативно взять в работу наиболее острые проблемы. Так, например, благодаря слаженному взаимодействию осенью этого года удалось решить вопрос с ремонтом подвесного моста через реку Ухта в селе Усть-Ухта, деревне Аким, Винло-Порожск. В этом году, раньше, чем в прошлые годы, сегодня уже имеют зимнее транспортное сообщение. В начале декабря официально открыта переправа через реку Сюзю, обустраивается зимник. Руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка Ольга Савенкова рассказала о реализации национальных проектов «Культура», «Демография», ФКГС и других. В районе было реализовано 4 федеральных проекта, в состав которых вошли 5 региональных проектов. Бюджетные средства, выделенные на их реализацию, в этом году составили порядка 46 миллионов рублей. Из них в разрезе бюджетов 63% финансирования федеральных средств, около 30 миллионов, республиканских 12 миллионов, это 27%, и из бюджета района было выделено 4,3 миллиона рублей, 10%. В завершении конференции члены Сосногорского представительства Коми Войтер приняли резолюцию, в которой отметили необходимость продолжения взаимодействия по вопросам, входящим в компетенцию ряда республиканских министерств, а также администрации Сосногорского района. Полина Бастракова, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Сырная поляна. Именно так называется сыроварня, которая на этой неделе открылась в Сосногорске. Хозяйка предприятия Оксана Кудрявцева в 2021 году получила грант Минсельхоза на реализацию своего проекта. И вот проект реализован. Торжественная церемония открытия состоялась при участии руководства муниципалитета и столичных гостей. Мне кажется, сегодня просто историческое такое событие даже для всей республики. То, что мы сегодня открываем именно этот цех, вот эту сыроварню. Почему? Потому что грантовая поддержка на семейные фермы предоставляется с 2012 года, да, на протяжении 10 лет. И мы сегодня впервые открываем именно сыроварню, именно переработку молока. Сегодня мы открываем цех, где будет готовая продукция, где будут замечательные сыры. Если мы сегодня уже порядка 13 сортов уже задекларированы у Оксаны Владимировны, и это здорово. Оксана Кудрявцева – человек увлеченный. Ее сыр «Югор» знает вся республика. Она придумала и сварила его, еще работая в племхозе Ухта-97. Теперь ей есть где развернуться и воплотить свои идеи, которые касаются не только изготовления сыра, в жизнь. В дальнейшем у нас планы здесь сделать какой-нибудь агротуризм, открыть. То есть сюда будут приезжать семьи, будут отдыхать, будут пробовать, будут сами дегустировать. Может быть, кто-то будет там пытаться что-то сделать. То есть мы хотим здесь сделать парк отдыха. Это наше будущее. Также в будущем мы планируем, конечно, уже к 9 мая завести линейку полутвердых сыров. Ну, не то что секрет, но как бы мечта моя открыть к 9 мая сыр под названием Георгиевский. Мастер-сыровар искренне поблагодарила всех, кто принял участие в рождении предприятия. А сама принимала поздравления от знакомых, коллег и, конечно, высоких гостей. Я вас от всей души поздравляю. Я желаю вам, чтобы ваше предприятие развивалось, действительно прославило наш Сосногорский район, вашу семью прекрасными, великолепными продуктами собственного производства. Для нас это, конечно же, большая честь. Для нас это действительно радостное событие. От всей души вас поздравляю. В добрый путь. Поздравили Оксану Кудрявцеву и сосногорские артисты. Ансамбль «Казачьи песни» «Северная станица».
После чего состоялась церемония разрезания красной ленточки и гостей пригласили на дегустацию. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск.